Боевые башни обычно строились в 5 этажей. Высота их от 20 до 30, а то и более метров. Первый этаж нередко служил тюрьмой для пленников, второй – для стражей и защитников, третий, четвертый и пятый – для защитников и семьи. Обычно боевая башня завершается пирамидально-ступенчатым перекрытием. Вершину этой пирамиды украшает так называемый замковый камень. В отличие от боевых, жилые башни строились 2-3 этажа. Каждый этаж имел свое назначение. На первом этаже склад, на втором этаже это сама семья жила, находился очаг, на третьем, четвертом этажах гостиная, спальня. У очага висела цепь, очажная цепь, она была священная. Огонь всегда поддерживался, огонь тоже считался священным. Огонь не должен был потухнуть. Даже проклятие было, чтобы потух твой огонь. Вот эти вот углубления для брила делали на стил, намазывали глиной. Лаз с первого этажа на второй, на третий. Лазы оставляли, люди такие. Лестницы лазы. Интерьер жилых башен был достаточно простым. По стенам развешивали войлочные ковры, пол покрывали кошмой. В многочисленных нишах хранилась домашняя утварь. Часть жилья занимали нары в виде широкого помоста. На них спали и там же складывали постельные принадлежности. На колышках, вбитых между камней, висело оружие. Человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп, так говорили предки ингушей. Чтобы человек всегда размышлял о мире вечном и совершенствовал свою душу, склепы строили рядом с жилищем. Разное время хоронили по-разному. Была целая эпоха курганного захоронения, потом была эпоха катакомбного захоронения, что у нас очень часто встречается. Была эпоха захоронения в каменных ящиках и, наконец, в каменных склепах, как у нас это делалось в горах. У ингушей есть пословица: «Толкни его туда, куда столкнули его отца, шида вахашта чувахит». Значит, любой склеп имеет вверху полки. Эти полки всегда должны были свободными. На них порой даже ложился во время эпидемии больной человек, ему на длинном шесте подавали туда кушать, пить. А если он выживал, он через определенное время мог вернуться, а если не выживал, он умирал на этой полке, но следующий его столкнет с этой полкой. Был длинный шест, которым сталкивали на общую свалку, сталкивали этот труп, и я видел склепы, где толщина вот этих трупов 3,5 метра, значит, куча такая сваленных трупов, а свежие прибывали, ложились на эту, значит, полку. В свою очередь их тоже столкнут туда. Они это знали. И когда после принятия мусульманства очень много было случаев, что старики, смертельно больные, ночью украдкой убегали опять в горы и ложились на эти полки, обвиняли своих детей, что вы нас хотите зарыть в грязь, а мы не хотим в грязи лежать, мы хотим лежать на полках. Очень много. Вот моя прабабка 3 раза сбежала отсюда туда в горы, и на 4-й раз ее привезли, она здесь умерла и похоронили по мусульманскому обычаю. А дед по матери так уехал в горы, скончался там, но все равно его сняли с полки и похоронили по-мусульмански. Мы находимся в мавзолее Бураков. Это самый ранний памятник мусульманской архитектуры на территории Ингушетии. Подобных памятников в России на сегодняшний день больше не сохранилось. Мавзолей построен в 1405 году. Над входом сохранились 3 надписи на арабском языке. Согласно надписи, здесь покоится Бек-Султан, сын Худайнада. О мавзолее ходят много легенд. В ингушских легендах Бек-Султан Бараган выступает как знатный человек и воин, проповедник ислама, погибший от рук разбойников. Это еще раз подтверждает то, что ислам проникал на территорию Ингушетии задолго до массового принятия ингушами ислама.
Альхамдулиллах. С середины 19 века ингуши пришли в ислам. Приход ислам ингушей стало добровольным. И до этого были некоторые попытки насильственно заставить ингушей войти в ислам. Но доказано и точно известно, что ингуши пришли в ислам добровольным путем. Массовый приход ингушей в ислам начался с приходом на территорию Аш-Шейх Кунта-Хаджи. В Ингушетии есть два тариката. Кадарийский и Нахчибандийский. Но в Ингушетии есть только один мацхаб. И нам, вот имамам, хатибам, очень легко объяснять людям, потому что все прихожане наши одного мацхаба, шафи'ия. Альхамдулиллах. И тарикаты, вот эти два тариката тоже поддерживают, дают духовную пищу людям, и очень много хорошего от них тоже получают. سجع شيدي غادي لنفسي شيدي غادوسو هني عشان ضبط شنشن وش حاجة دقيقة شيدي هذيك والله ولعامة المسلمين أما هذا شيدي غادنا بوصل لغاد واحد في دوسو. Хотя ингуши приняли ислам сравнительно недавно, но все те нравственные, морально-этические качества, к которым призывает ислам, в ингушском народе культивировались с незапамятных времен. И они выражаются одним всеобъемлющим понятием «эздел». Если человек обладает уважением к другим, стыдливостью и ответственностью за свои поступки, то этот человек есть человек ях, человек чести, человек совести. Но ях, это емкое слово, оно не имеет никакого смысла, если носитель этого ях не имеет юх, не имеет их. А когда юх – это уважение других, вот если я уважаю других, то я имею лицо. Юх. Если я стыжусь других, то я имею их. Если я имею юх, имею их, вместе они дают ях. А если я обладаю и ях, и юх, и их, то я уже эздел. Эздел – это взаимосвязь вот этих тройственных терминов, есть эздел. Выпади из этого одно звено, то нарушается и ингушский эздел, и я, все остальное уже не имеет никакого смысла. То есть это есть формула чести ингуша. В популярном очерке «Ингуши», изданном в 1925 году, профессор Яковлев тонко подметил черты характера и быт ингуша в привычной для него обстановке. Он особо подчеркивает уважение к старшему и гостю. При входе старшего по летам или уважаемого человека, пишет Яковлев, все встают и садятся снова только после того, как садится вновь вошедший. Словом, заключает он, несмотря на всю кажущуюся примитивность ингушского быта, вы замечаете весьма сложный и разработанный до тонкости свод правил вежливости и приличия, одним из основ которого является уважение к старшему по возрасту и гостю вообще. Вы с некоторым удивлением начинаете чувствовать, что среда, в которую вы попали, не так уж некультурна. Быть ингуша подчинен всяким правилам тонкой обходительности и в большей степени, чем быт большинства населения наших городов, и во всяком случае не менее, чем жизнь так называемого высшего общества в культурных странах. Образец поведения родителей, их семейный образ жизни, характер взаимоотношений между ними оказывал большое влияние на образ жизни молодых. Поэтому родители всячески поддерживают авторитет друг друга перед детьми. В случае расхождения мнений между собой родители выясняли его без присутствия детей.